Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Эверстов Максим, это передача «Эрудит» на канале Якутия-24. Кто такой эрудит? Человек, который много знает, ко многому стремится, читает книги и не забывает развивать не только мозг, но и тело. Мало кто знает, но ученые выяснили, сколько упражнений, какие упражнения помогают увеличивать когнитивные наши способности, улучшать способности думать. И 5 топовых упражнений, 5 топовых деятельностей мозга они назвали. И как вы думаете, тренажерный зал, который очень популярен сегодня, находится всего лишь на 5-м месте для развития мозга, для притока крови. На 1-м месте, внимание, находятся танцы. Бег и плавание на 2-м и 3-м соответственно. То есть, если человек ходит в тренажерный зал, он не так много дает крови и пищи своему мозгу. А если он ходит на разные танцы, особенно на контактные, то он развивает свой мозг. В студии у нас 2 полуфиналиста. Я думаю, что они пока что не отдают часть своей жизни танцам и, может быть, даже бегу, но они уже показали, что достойны и ответили на очень сложные вопросы. Познакомимся с ними, точнее, еще раз напомню, что это за гиганты, которые пришли к нам и будут демонстрировать свои знания. Во-первых, это Ильичев Никита, представляющий Якутский городской лицей. Никита? И Лебедев Владислав из физико-технического лицея имени Ларионова. Здравствуйте. Ребята, пожмите друг другу руки. Прежде чем мы с вами бросимся на арену интеллектуальной битвы, может быть, что-то произошло интересное за эту неделю, за то время, которое мы с вами последний раз виделись. Никита? За все это время не произошло достаточно интересного, так как неделя — это довольно короткий промежуток времени. Но, можно сказать, я встретился со многими старыми друзьями. Как-то сделал выводы после ошибок, может быть, узнал, что такое фазенда? Да, Что-то подтянул? очень сильно подтянул. Никаких новых книг пока не читал? Пока новых книг я не читал, кроме учебников. Есть ли у Все-таки тебя- конец четверти. Извини, что я тебя перебил. Есть ли у тебя интересная тактика, чтобы победить сегодня Владислава? Продумал ходы? Интересная тактика — это просто быть собой. Самая лучшая тактика. Так, Владислав? Ну, научился играть новые песни на гитаре, выучил аккорды. Молодец, время не терял. Да. А есть ли у тебя какая-то стратегия, чтобы обойти Никиту на повороте? Нет? Будешь довериться своей реакции, своему уму? Да. Отлично. А я напоминаю, что это не первая передача «Эрудит». Если вы не видели предыдущие выпуски, обязательно найдите их и пересмотрите. Потому что там не только вы узнаете очень много нового, но и увидите, как школьники города Якутска демонстрируют нам прекрасные знания. И не только в области школьных знаний, но и за их пределами. У нас есть прекрасные спонсоры, которые мотивируют наших победителей. Во-первых, это Ростелеком, который предоставит победителю годовую подписку на сервис Ростелеком Лицей. Мне кажется, мальчики в том числе и из-за этого сражаются, потому что новые знания, еще и бесплатно, это прекрасно. А вторым спонсором является наш Северо-Восточный федеральный университет имени Максима Кирилловича Амосова, который дарит победителю квоту на обучение по программе дополнительного образования на выбор. Я бы и сам пошел, но я боюсь, что если я буду сражаться с этими умниками и умницами, я проиграю где-то на 2-м или 3-м туре, до финала я не дойду. Также напомню правила всем, кто впервые смотрит «Эрудит». У нас есть звоночки. Мальчики, проверим их. Если я задаю вопрос и у них есть ответ, они могут на него нажать. Если оппонент, временный ваш конкурент, сегодня, не по жизни, но сегодня, дает неправильный ответ, есть шанс на него ответить. Я сам удивляюсь, насколько сложные вопросы сегодня, мальчики, вам достались. Я вас не пугаю, всего лишь хочу навести немножко паники. Шучу. У нас сегодня вопросы не только из рубрик школы, я бы сказал, не столько, а вопросы на логику, может быть, на догадливость, на интуицию порой, ну и, конечно, на какие-то математические и лингвистические знания. У нас будет очень интересный также, заранее даю спойлер, вопрос «Кот в мешке», но говорю и говорю. А вы готовы? Да. Удачи, ребята! Часть прямой, ограниченная 2 точками. Отрезки. Верно. Результат вычитания. Разница. Разность, да. Как называется отрезок, выходящий из вершины треугольника, делящий пополам? Медиана. Медиана. Соперник нолика в игре. Крестик. Есть. Прямоугольник, у которого все стороны равны. Квадрат. Есть. 1/100 метра. Сантиметр. Сантиметр. Как называется прибор в школе для измерения отрезков? Линейка. Есть. Молодцы. Как называется результат умножения? Произведение. Есть. Сколько секунд в минуте? 60. Назовите наибольшее трехзначное число. 999. Да.
Я, честно признаться, едва успеваю проследить за тем, кто из них отвечает. Настолько высокая реакция, настолько ребята быстро отвечают. Это были такие разминочные вопросы. Оба показали высокий класс. Честно, я им не соперник. Если бы я стоял там, я бы сказал, давайте что-то другое, какие-нибудь вопросы про сказки, про книги. Но вот тут был высокий уровень. По-моему, ни один вопрос не был пропущен, ни один вопрос не имел своего ответа. Подведем маленькие коротенькие итоги. Никита, как ты думаешь, достался тебе достойный соперник? Да. Владислав, волнуешься, что Никита тебя обойдет? Есть такое? Хорошо. Честность и достоинство, я думаю, это важные качества для эрудита. Потому что тот, кто просто имеет интеллект, может быть снобом, да? Может быть очень сильно человека не любить других людей. А перед нами достойные представители своих школ Якутского городского лицея и физико-технического лицея. Итак, маленький короткий факт. Слово «алгебра» имеет одинаковое произношение на всех основных популярных языках мира. И мы идем дальше. Кто совершил первое кругосветное путешествие? Магеллан. Верно. Закончи пословица. Из огня. До полумя. Да. Как называется прибор для измерения сторон горизонта? Компас. Есть. Как называют объем, широту интересов и знаний человека? Кругозор. Да. Как именовалось древнее осадное орудие? Джейбушет. Нет, осадное. Катапульту. Нужно нажать. Катапульта. Нет, это был таран. Какой герой Толстого продал азбуку не Льва Толстого и купил билет в кукольный театр? Буратино. Да, чуть поторопился, но засчитываем. Какой герой Киплинга, Редерда Киплинга, вырос в стае волков? Маугли. Да. Что несла бабушке шапочка? Пирожки. Есть. И горшочек масла. Каким образом можно пронести воду в решете? Заморозить ее. Молодцы. Из физики, видимо, вопрос, да, выпрыгнул. Растает ли снежная баба, если на нее надеть шубу? Нет. Потому что? Потому что шуба только сохраняет тепло. Или холод. Не кондиционирует его. Отлично. Фух, какой быстрый и какой мощный ураган знаний обрушился на ребят. И тем не менее, они дали достойные ответы, кроме тарана. Но я думаю, у них был такой вариант. Конечно, требуше и катапульта тоже осадное орудие. Возможно, мне надо было намекнуть. Осадное орудие, которым нужно уже в финале взламывать ворота. Тогда бы ребята сказали, конечно, таран. Такой вопрос. Всем, кто смотрит программу «Эрудит», сами вы смогли бы ответить на эти вопросы? Если нет, сделайте выводы, читайте книги, читайте энциклопедии, потому что ребята, восьмиклассники, нам демонстрируют очень высокие знания. Коротенький вопрос. Самый сложный вопрос здесь, как вы думаете? Последний. Последний? Про снежную бабу? Самый сложный, на логику. Никита? Самый сложный вопрос, наверное, про таран был. Про таран. И про про отрезок в треугольнике. Потому что там надо было, наверное, дослушать. Да, чуть-чуть поторопился, да? Угу. А то в другие потяну, за нас же тоже угол по-моему. Ну вот, мы делаем выводы и идем дальше. Я думаю, что следующие вопросы также и на реакцию, на знания вас проверят. Интересный факт. Луна в 400 раз меньше Солнца по размерам, но в 400 раз ближе к нам. Как называется путь, по которому движется любая планета? Орбита. Да. Как называется созвездие на небосклоне, имеющее форму инструмента для питья? Большая мама медведица. Верно. Перед каким человеком всегда снимают головной убор вне зависимости от его социального положения? На логику. Перед каким человеком снимают шляпу вне зависимости от того, король это или бедняк? Думаем на логику. Что за человек? Шляпник. Нет. Вы всегда... Вы тоже к нему ходите, к этому человеку. Примерно раз в месяц. Может быть, чаще. Ты уже ответил. Парикмахер. Верно. Вопрос на логику. Все мы ходим в парикмахерскую, порой мы ходим в шапке или в шляпе. И даже, кто бы вы ни были, да, там, депутат или обычный скромный там, учитель, ведущий, школьник, вы обязаны снять шляпу, чтобы вам постригли то, что у вас есть на голове. Если только у вас там не парик, чтобы не оставить парик и сказать «я домой», а вы там делаете то, что у нас есть. Более сложные, потому что длинные вопросы. Слушайте внимательно и не торопитесь. Это сказка. В этой сказке она сначала имела лапы и косточки и не умела плавать, но могла передвигаться на суше. Но за провинность боги сурово наказали ее, и она
после долгого битья потеряла все свои косточки. С этого времени она приобрела свой современный облик и уже не ходит, а только плавает. Кто это она? Потерявшая все свои косточки, когда ее наказали боги, ушедшая с суши, и сегодня она все еще живет где-то в морях. Если вы увидите ее, вы отплывете подальше, потому что... Акула? Нет! У акулы есть косточки, Никита. Медуза. Медуза, Владислав, да. Сложный вопрос, но мы идем дальше. На песчаных пляжах тропических морей есть краб-привидение. Его краска совершенно сливается с цветом песка, где бы он ни находился, и в минуту опасности он становится невидим для своего противника. Однако в солнечный день этого краба все еще можно обнаружить, правда, когда опасность минует. Каким образом можно обнаружить этого краба? Хотя его не видно, потому что он сливается. Есть способ обнаружить его в солнечный день. Солнце стоит высоко. Тень. Молодец! Даже краб, который сливается с песком, имеет такую вещь, как тень. У кого нет тени, это не вопрос. Только, наверное, у вампира. Я надеюсь, что у нас здесь вампиров в студии нет. Мальчики вроде бы тень отбрасывают, да? А зеркалов у нас тоже нет, чтобы проверить. Идем дальше. Вопрос тоже такой, на логику. Ну и на знание, наверное. У нас есть цветные моря. Назовите все цветные моря. Черное, красное, белое. Нет, не могу засчитать. Черная, Одно пропустил. черная, красная, белая, желтая. Желтое мы засчитываем. Назовите самый маленький материк в мире. Австралия. Молодец. Итак, прежде чем мы услышим кот в мешке, и обратите внимание на наш экран, вопрос ребятам без спешки и без этого. Какая самая сложная область в мире, которая в знаниях, которая вам пока не дается? Может быть, физика, литература, может быть, география. И эта область, может, в прошлой передаче или в будущем вы бы хотели ее подтянуть. Есть, Никита, у тебя такая область? Наверное, только спорт. Спорт. Но я думаю... Именно спортивная теория. Подтянет. Ты слышал, что даже большие ученые недавно говорят, делают по 20-30 приседаний, чтобы разогнать кровь, чтобы она больше попала в мозг. Может, с этого начнется. А каким бы спортом ты бы хотел заниматься? Баскетбол. Баскетбол? Отлично. Может быть, даже, я думаю, до скольки лет растут люди? До 20 с лишним ты еще вытянешься. Хотя я уже не вытянусь, а у тебя этот шанс есть. Владислав? Информатика, скорее всего. Информатика. Да. В нашем мире искусственного интеллекта, Да. наверное, можно подтянуть. А спортом ты каким занимаешься? Ну, не очень, но все-таки более-менее. Более чем информатикой. Ну вот, давайте так договоримся. Никита подтянет в информатике чуть-чуть Владислава. Владислав, может быть, вместе с Никитой займется тоже каким-то спортом. Вполне может быть. А далее у нас кот в мешке. Обратим внимание на экран. Добрый день. Жирков Дмитрий, преподаватель Северо-Восточного федерального университета, ведущий телевикторины «Ума палата». У меня для вас вопрос из курса литературы. Это произведение вы будете изучать в 9 классе. Безумно интересная вещь, повествующая о жизни бедного чиновника Акакия Башмачкина, который работал на весьма пыльной работе. Коллеги его не признавали, относились к нему холодно и деспотически, хотя он любил свою работу. В один чудесный день он получает приглашение на званый вечер, на торжественный вечер, и к тому же была уже готова новая прекрасная шинель, которую ему шил волшебный помощник. Итак, вопрос. Сюжет какой сказки лег в основу повести Николая Гоголя «Шинель»? Длинный развернутый вопрос от литературоведа. Золушка. Отлично! Я только хотел сказать, да, может быть, вам нужна подсказка, что в произведении показывается один раз акцент на 12 часов. Потом есть вопрос на волшебного помощника. Есть какие-то отсылочки, литературоведы говорят, но Владислав поставил все на кон и сказал Золушка. Как ты понял, что Золушка? Шинель. Предмет одежды. Предмет одежды. И то, что он намекнул, какой-то волшебный помощник Да. у нас тоже есть. Возможно, у Никиты уже Золушка крутилась, но была вытянута какими-то другими сказками. Был какой-то у тебя вариант свой?
Я рассматривал что-то с шинелями. У меня почему-то шинель ассоциируется с пушками. Солдатская шинель какая-нибудь такая, тоже бытовая сказка у нас есть. Отлично, отлично. Мгм. Мало кто знает, что дикобраз – одно из самых непотопляемых животных на планете Земля. Причем утонуть он не может даже в том случае, если захочет. А виной тому являются длинные иглы на его теле. Что находится внутри игл? Воздух. Воздух, верно? В день 25 апреля в народе говорили: не ходи в этот лес, там старый космач проснулся, дерно разворачивает, шумит и добирается до слизней и личинок. Что это за космач? Медведь. Медведь, верно. Октябрь, осень. Однажды осенью около озера оказался огорченный, обиженный ослик. «Один, опять один», — сказал этот ослик, — «одиночество мое». Придумывать такие сказки не так просто, как кажется на первый взгляд, ибо есть в них одна интересная особенность. Какая у этой сказки особенность? Ослик охал. «Опять один, однажды осенью около озера». Говорящие звери? Говорящие звери, ставка сыграна, нет. Много О. Засчитываем. Все слова начинаются на букву О. Октябрь, осень, однажды осенью около озера оказался огорченный и обиженный ослик. Мы с вами скоро с такой сказкой начнем окать, как где-то в России распространено, и будем говорить: ох, что, пойдем, по что. Интересный факт. Шум, который мы слышим в ухе, особенно я, да, здесь, находясь в студии, когда подносим морскую раковину к уху, это не звук океана, а эхо окружающих нас шумов. Я сам до недавнего времени думал, что там каким-то образом она вот своими изгибами передает океан. Оказывается, нет, это окружающие шумы. Готовы? Да. Да. Размялись немножечко, погнали. Как называется искусство составления цветочных композиций? Флористика. Нет. По-другому. Слово такое... интересное слово. Интересное слово очень. Икебания какая-то? Да, икебана. Засчитываем. Икебания. Лишнюю одну букву вставил, но ничего. Как называется неповторимый, единственный в своем роде предмет? Мгм. Уникальный. Засчитываем. Уникальный или эксклюзивный? Мелкая, зимующая в Якутске птица. Воробей. Да. Как назывался народ женщин-воительниц? Амазонки. Верно. Прямо вырывается, Владислав. Никита, мы верим в тебя. Эту особу сначала интересовал предмет быта, потом здание, родовитость, власть. Ответьте двумя словами, перед каким предметом она осталась? Разбитая корыто. Разбитая корыта. Эта особа была из какой сказки? Старик золотой. Пушкина. Сказка О о золотой рыбке. рыбке, да. Как еще можно назвать маленькую тонкую баранку? Рогалик. Нет? Бублик? Нет. Еще можно подумать. Маленькая твердая баранка. Она такая не влажная, а наоборот. Пончик? Сухарь. Нет, нет. Эх, не застали вы тот период, когда мы долго смачивали сушки, чтобы можно было хоть немножко их прожевать Точно. и не потерять все зубы. Катится по столу колесо. Разноцветное оно. Один угол красный, другой зеленый, третий синий. Какого цвета будет следующий угол? Белый. Нет, Желтый. нет, никакой, потому что у колеса не может быть углов. Вы заглянули в глубину, а надо было чуть на поверхности. Внимание, решите задачку. Мы только с парохода, недавно мы с похода, 11 недель гостили на воде. А сколько это дней? 77. Правильно. Решите задачку, шуточную. Из города А в город Б летит самолет. 80 минут. А обратно час 20. Почему? Это одно и то же время. Одно и то же время. Потому что 80 минут 120. это и есть час 20. 20. Да, час 20. Молодцы. Слушайте внимательно. Я вошел в автобус и пересчитал пассажиров. Их было 17. Автобус тронулся, затем остановился. На первой остановке вошло 6 человек. Вышло 2. На следующей вошло 4. Никто не вышел. А потом на остановке один гражданин вошел с целой кучей новых обновок и пакетов. Сколько было остановок? 4. Молодец. Молодец. Итак,
Прежде чем мы подсчитаем промежуточные результаты и подсчитаем вообще баллы, хотелось бы узнать, какой вопрос был самым сложным и самым интересным. Владислав? Последний. Последний был? Ты пока считал, сколько было остановок. Да. Никита уже, так, я если поеду с ДСК в центр, сколько будет остановок? Как ты, Никита, так быстро ответил? Я знаю этот анекдот. Ты знаешь его? Да. Отлично. Может быть, Никита нам пишет вопросы, и он все это время притворялся, чтобы дать какую-то фору Владиславу? А какой был самый сложный вопрос? Фазенда до сих пор ничего не побила. Да? С предыдущей. А с этой? Из этой, ну, наверное, все, на что я не ответил. Все еще таран, может быть. А, нет, да? Золушка. Золушка, которую сразу пришла Владиславу. Итак, далее у нас блиц. Короткие вопросы. Как вам рубрика «Математика»? Интересно. Приятно. Приятно и интересно. Вопросы будут преимущественно на подсчет, где-то на логику. Я предполагаю, что сейчас я не буду называть, кто из ребят вырвался вперед, хотя волшебные помощники мне подсказали. У каждого есть шанс, вот что я скажу. Отрыв в баллах не такой категорический. Пожелаю ребятам удачи. Ребята, погнали? Да. Ага. Царица наук, математика. Что же она нам сегодня преподнесла? У родителей 6 сыновей. Каждый имеет сестру. Сколько всего детей в семье? 12. 7. 7. Тройка лошадей, Владислав. Тройка лошадей пробежала путь 30 километров. Сколько пробежала каждая лошадь? 30. Какое число приказывает нам? Раньше там было? 9. Приказывает нам. Нет. 3. 3. Да. Она приказывает нам 3. Очень хозяйственное число. Сколько единиц в дюжине? 12. Сколько разных букв в названии нашей страны? 4. Нет. 5. 5. 5. Когда сутки короче, зимой или летом? Одинаково. Да. Молодец. Катались два сына на трехколесных велосипедах, а отец на двухколесном. Сколько всего колес? 8. Верно. Дед, бабка, внучка, жучка, кошка, мышка тянули и вытянули репку. Сколько глаз смотрело на репку? 12. Молодец. Какие два числа, если их приумножить, дают такой же результат, что при их сложении? 2. Молодец. Из-под забора видно 6 пар лошадиных ног. Сколько животных во дворе? 3. Молодец. К однозначному числу приписали такую же цифру. Во сколько раз увеличилось число? В 10. Нет. К однозначному числу приписали такую же цифру. В 11. В 11 раз. И последнее. Чтобы дойти Ивану Васильевичу до работы требуется 1,5 часа. Видимо, живет на окраине. С работы, торопясь домой, он возвращается по той же дороге, но 90 минут. Почему? Одно и то же время. Одно и то же время. По сути, у нас похожий вопрос был, но Никита решил в этот раз благородно. Пусть, ладно, этот вопрос я уже ответил. Такие вопросы, блиц, сложно? Интересно. Нет. Быстро нужно было подсчитывать, да, Никита? Да. Итак, я уже знаю, кто сегодня победил. Напомню, немножко выдержу интригу, да. Напомню, что «Эрудит» передача продолжается. У нас еще будет полуфинал, у нас будет битва за 3-е место. И, конечно же, безумно интересный, как «Голодные игры», финал с мощными призами. Я там буду не то, что половину вопросов не знать. Наверное, я буду просто сидеть и слушать ребят, слушать, как эти умные школьники города Якутска демонстрируют свою эрудицию. Ребята сегодня, Владислав, Никита, спасибо за интересную игру, спасибо за демонстрацию своих знаний. И с небольшим отрывом сегодня обходит на повороте своего соперника Владислав. Пожмите друг другу руки. Никита, поздравляю, очень мощная была игра. Да, Никита будет сражаться за 3-е место. Мы с тобой еще не прощаемся. Я думаю, что ты сегодняшнюю энергию покажешь и своему следующему сопернику. Владислав, какой вопрос, как ты думаешь, максимально легко тебе дался и в то же время запомнился тебе? Наверное, с снежной бабой. Опять же. Еще раз? Вопрос про снежную бабу. Про снежную бабу, да? Хорошо. Никита, тот же вопрос. Какой вопрос, может быть, был слишком каверзный для тебя? И Золушка. С Золушкой ты запомнишь его. И теперь, когда будешь проходить Шинель в 9 классе, ты поймешь, что там есть что-то от Золушки. Это была передача «Эрудит». Здесь, на телеканале Якутия-24. Меня зовут Максим Эверстов. Увидимся, когда увидимся. Читайте книги, любите жизнь.